В эфире абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала, в студии Гугуса Вардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске серебряный призер Сандро Цимцба занял второе место в первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. Воссоздавая утраченное, художник Ген Эрген собирается воспроизвести реплики на картины Николая Писарчука. В Абхазии пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра «Мастерская». Сандро Цимцба стал серебряным призером первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. В финале он уступил боксеру из Армении. Абхазский спортсмен выступал в составе сборной России в весовой категории 63 килограмма. Впечатлениями о соревнованиях и финальном бое Сандро поделился с нами. С 1 по 11 августа в Боснии и Герцеговине проходило первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 13 и 14 лет. Абхазский спортсмен Сандро Цимцба прошел все этапы подготовки и сборы достойно, а затем в составе сборной России по боксу отправился на соревнования. Дошел до полуфинала, где одержал победу над боксером из Болгарии Николасом Николовым. Полуфинал я проводил с представителем Болгарии. План на бой мы выбрали верно. Все технические моменты подобрали правильно под соперника, который должен был со мной выходить. Кажется, еще совсем чуть-чуть осталось до абсолютной победы. На ринге идет напряженная борьба за первое место. Спортсмен из Абхазии Сандро Цимцба с самого начала боя и до конца ни на секунду не уступает своему противнику. Но в завершении судьи все решают в пользу боксера из Армении. Сандро становится серебряным призером первенства Европы в Боснии и Герцеговине. В финале мне пришлось столкнуться с представителем Армении. Был достаточно интересный бой. Я до сих пор не согласен с решением судей, но получилось как получилось. Второе место на первенстве Европы, я считаю, достаточно большой результат. До соревнований в Боснии и Герцеговине Сандро стал победителем первенства России по боксу. Все это благодаря кропотливой работе и, конечно, поддержке тренеров спортсмена. В свою очередь хочу выразить большую благодарность тренерскому составу сборной России по боксу. Там были массажисты, врачи и главные тренера. Они сделали все, чтобы подвести нас к этому соревнованию. Ничего не было бы, если бы со мной рядом не было моих тренеров Джогу Элизбара Владимировича, Крея Эдгара Игоревича и моего первого тренера Шульгина Владимира Борисовича. Также хочу поблагодарить президента Федерации бокса Абхазии Аршба Давида Борисовича, тренерский состав сборной Абхазии Ахба Аслана Яковлевича и Эдуарда Дипеляна Владимировича. Отдельно хочу поблагодарить Германа Ардженя и Харитона Агарба. Они в течение нашей подготовки и в течение самого первенства Европы были со мной на связи. Сандро Цимцба и дальше будет продолжать упорно тренироваться, идти вперед и занимать призовые места. Гугуса Вардания, Абхазское телевидение. И еще одна хорошая новость из мира спорта. Дауд Губле стал победителем международного турнира по ММА Кубок губернатора Санкт-Петербурга. Спортсмен тренируется в сочинском бойцовском клубе «Левша» под руководством Ашота Пашана и Арсена Хамаляна. На турнире он представлял Федерацию Союза ММА Абхазии. Творчество художника Николая Писарчука непрерывно связано с Абхазией, где он после ранения в Великой Отечественной лечился, жил и творил. После переезда в Сухум почти все свои работы Писарчук посвящал быту и культуре абхазов. В Национальной картинной галерее хранилось около сотни его работ. К сожалению, сегодня они безвозвратно утрачены. Однако художник и скульптор Ген Эрген планирует осуществить проект, посвященный творчеству Писарчука, и воссоздать реплики на его картины.
Говоря о творчестве русских художников в Абхазии второй половины 20 века, нельзя не вспомнить о Николае Писарчуке. Абхазия стала для него не только местом проживания, но и неиссякаемым источником творческой мысли. Ряд работ Николая Писарчука был посвящен этнографическому абхазскому натюрморту. Около 100 из них хранились в Абхазской национальной картинной галерее, которая сгорела в январе этого года. Художник и скульптор Ген Эрген взялся за сложную миссию – воссоздать в репликах серию картин Николая Писарчука. Воспроизвести в репликах произведения, которые возможно восстановить по фрагментам, которые сохранились в качестве иллюстрации некоторых книг. С последующей ретроспективной выставкой и передачей этих реплик в количестве 5 картин, это будет пентаптих, Министерству культуры Абхазии для формирования фондов Национальной абхазской картинной галереи. Воссоздаваться реплики к картинам Николая Писарчука будут по эскизам художника Ген Эргена. Они уже почти готовы. Среди картин художника Писарчука, на которые в планах у Ген Эргена воссоздать реплики, такие работы, как «Охотничий натюрморт» и «Абхазский очаг» и другие. Работа достаточно объемная и планирует осуществление в одном определенном стиле и палитре в размеры оригинала, то есть как бы самого художника, а он работал в станковой живописи. Это картины достаточно большие, порядка 2 на метр и так далее. Тесно с Абхазией Николая Писарчука судьба связала после тяжелого ранения в боях Великой Отечественной войны. Врачи ему посоветовали отправиться на юг на лечение. Так Писарчук и остался жить в Абхазии и посвящал ей работы. После пожара в картинной галерее, изучая творчество Николая Писарчука, Ген Эрген решил, что будет работать над проектом, связанным именно с этим художником. Однако на то, чтобы выполнить такую объемную работу, необходимо не только время, но и финансовые затраты, с которыми скульптор в одиночку не справится. Материальная часть затратная, она достаточно высокая и мною неподъемная. И для того, чтобы реализовать и осуществить этот проект, мне нужна поддержка бизнес-сообщества. И, разумеется, частных заинтересованных лиц, которые готовы поддержать и принять участие в этом проекте. На сегодняшний день, изучив, так скажем, историю абхазского изобразительного искусства, я убедился, что он является одним из художников, единственным художником, который посвятил свою творческую жизнь передаче национального быта Абхазии и создал эту коллекцию, в которую в свое время входило порядка 20 картин, этнографический натюрморт. Я не видел, не нашел, не знаю больше других художников наших местных, которые бы посвятили бы этому такое внимание, как он. В силу того, что это национальное достояние, я решил именно воспроизвести в репликах именно эту серию его работ, но, к сожалению, как я сказал, все восстановить невозможно, и мне подвластно лишь только воспроизвести 5 холстов. В силу того, что сам стиль моей работы и концепция выполнения этого проекта, она непростая, то есть как бы я намерен не смешивать вручную краски и наносить их на эти большие холсты, а подготовить уже заранее акриловую колерованную краску. Именно по этой причине себестоимость, так скажем, самого проекта, она мною неподъемна. Это в некоторой степени облегчит процесс, потому что это все-таки 5 холстов, и есть желание успеть и уложиться как бы к годовщине пожара, то есть выставку ретроспективных реплик осуществить в январе-феврале следующего года. Ну и в принципе это позволит более динамично выразить, так скажем, идею уже в том стиле, который я избрал. С этой целью, естественно, мне нужна какая-то посильная поддержка и помощь. А за подробной информацией к скульптору можно обратиться по номеру телефона 778567.
6 по 10 сентября на сцене Русдрама пройдут гастроли знаменитого Санкт-Петербургского театра «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Масштабный гастрольный выезд театра «Мастерская» стал возможным благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России. С абхазской стороны гастроли поддержаны Министерством культуры Республики и Государственным русским театром имени Фазиля Искандера. Гастрольные афиши 5 спектаклей в постановке художественного руководителя театра Григория Козлова и его учеников Марии Романовой, Галины Бызгу и Александра Кашукова. Откроет гастроли 6 сентября один из самых известных и популярных спектаклей театра «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. 26 августа в Абхазии будут отмечать День международного признания независимости республики. В 10 часов утра состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме. В 11:00 возложение к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба в селе Нижняя Шера. В 12:30 возложение цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Эчгиарда. В 5 часов вечера на стадионе «Динамо» в Сухуме начнется концерт известного российского рэпера Басты. А в 9 часов на площади имени Сергея Багапш праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Завершаться мероприятие в честь Дня признания независимости Абхазии праздничным салютом в 22:00. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Абхазского телевидения. Всего доброго!